Город Грозный по праву считается одним из самых красивых и чистых городов России. Однако не каждый житель столицы Чеченской Республики ценит это. Именно поэтому группа молодых людей Ахматовского района организовала флешмоб «Свой двор чистим сами», в рамках которого каждую пятницу ребята наводят чистоту на территории своих домов. Товарищ Дена, я бы хотел обратиться к народу, жителям республики, которые так или иначе взаимодействуют, живут здесь, учатся, работают и так далее. То есть неважно. Все мы знаем, что чистота и порядок – это визитная карточка любого региона. И я очень сильно хотел бы, чтобы наш народ, точно так же, как и я, точно так же, как и мои друзья, которые сегодня вместе со мной вышли, да и периодически выходят, чистят двор, какие-то детские площадки, поля, чтобы люди это поняли. Я знаю, у вас очень много проблем, помимо того, что я сейчас говорю, потому что там у кого-то, там, не знаю, сын не учится, дочка не слушается, или на работе какой-то завал и так далее. Но когда мы поймем, что на самом деле важно чистота, порядок, вот, посмотрите на площадке. Когда у нас были там, когда День города, у нас были реконструкции, нам построили площадки, то есть обновили, парки строили, все это обновляли, улучшали. И прошло где-то 2-3 года, и уже мы сами же все сломали. У нас везде там парки, детские площадки, у нас дети выходят, даже не только дети, молодежь выходит, ломает все. Я не знаю, почему люди выходят и просто ломают. Рамзан Ахматович восстановил Чеченскую Республику и продолжает ее улучшать, реализовывать как лучший регион вообще в России. И если каждый из нас не внесет свой вклад и помощь ему, то есть даже просто, я не говорю о том, чтобы он там ходил, вот как мы, чтобы собирал везде там, просто не перешагивать мусор и взять его там, выбросить, урна, мусор подобрать и так далее. Это же несложно. Есть моменты, где есть проблемы поважнее, то есть это масштабное таяние льдов, вырубка лесов, отравление океанов, кислотные дожди, глобальное потепление. Это настолько темный лес, что до этого нам еще идти и идти. Но самое главное, к чему я вас сейчас, народ, призываю, это просто соблюдать чистоту. Первым делом самим же себя приучить к чистоте и порядку, а дальше это уже придавать этому значение в плане детей, там, в школах какие-то мероприятия проводить, в садиках, университетах. Мы вот были на базаре, на автобазаре, там один человек взрослый, рядом с ним пожилой мужчина, они кушают семечки, там нигде нет мусорного ведра, он кушает, и когда он заканчивает есть семечки, он просто бросает себе под ноги. То есть это, я не знаю, чему этот человек будет учить своих детей, что он будет там, не знаю, передавать там, какие-то знания. Я не стал сосорилкаться, я подошел, просто из-под его же ног взял этот мусор и засунул себе в карман. И этот человек еще будет учить меня уму-разуму, если я совершу какой-то проступок. И еще один момент я бы хотел, вот жителям, женщинам это относится. Когда вы готовите что-то, у вас это остается там на 3-4 дня, вы совмещаете все свои блюда, которые оставлены недоеденными, выливаете это все в одну кастрюлю, выходите и просто выливаете под дерево. Даже не дерево, там вообще просто они выливают на траву, на газон. В первую очередь это не эстетично, это некрасиво, это очень сильно портит внешний вид двора, там какого-то, не знаю, улицы и так далее. В Грозном еще действуют какие-то организации, Сурсат, огромная благодарность этим женщинам, которые, несмотря на всю старость и так далее, выходят и чистят наши дворы. В селах, хотел больше значения придать селам, там очень много этого мусора, который по вине жителей, самих жителей, не подбирают этот мусор. Они просто проходят. У нас там не так строго с этим мусором, то есть собирать и так далее. Для них это как будто бы кто-то другой должен делать. Конечно же, когда мы говорим про какой-то мусор и так далее, у нас люди сразу начинают запрыгивать какие-то дальние берега и говорят, там у нас нет перерабатывающих заводов, у нас нет разделительных контейнеров и так далее. Но для начала человек должен начать сам с себя, то есть перед тем, даже если я просто оставить все, у нас самые лучшие заводы, самые передовые технологии принесут в нашу республику и начнут все это взаимодействовать с нами, мы все равно не будем соблюдать чистоту и порядок. Вот. Для нас вот все это не с небес упало, понимаете? Для нас это построил наш глава. Огромную им благодарность. Чеченскую Республику восстановил из руин. И хотелось бы просто не говорить там, чтобы какой-то человек делал какие-то определенные подвиги. Просто не мусорить, а еще лучше подбирать и ухаживать за своим двором, за своим рабочим местом, за своей школой, не знаю, где этот человек живет и взаимодействует. Вот. И если каждый из нас будет носить свой вклад, мы будем процветать, жить в чистоте и порядке. Я бы хотел запустить флешмоб жителям республики, для жителей республики, флешмоб под названием
свой двор чистим сами. Я бы хотел, чтобы каждый из людей, взрослые, дети, молодежь, собирались, вот как мы собираемся, выходили и чистили свой дом. Я не говорю им, чтобы они приходили в мой двор, чистили там. Нет, свой двор, то место, где они обитают. Моя мама мне часто говорила: "Так волч тага зудиол зучуша, аш волмет кшин гунамет кцен лату ешу. Цо лату шати или так тагават и зудзудаят лишь бусал бабат". Вот. Надеюсь, моему флешмобу придадут огласку, люди потянутся и примут участие. Это больше. Чистота. Это половина ислама.